Душанбе – город молодой. Здесь нет древних памятников, а следовательно и изнуряющих экскурсий по развалинам старинных цитаделей. Еще в начале прошлого века на месте нынешней столицы Таджикистана стоял кишлак, который оживал по понедельникам во время большой ярмарки. В городе сегодня действуют самобытные центры торговли – восточные базары. Базар – душа города, консервативный и строгий, как все традиционное на Востоке, одновременно добродушный и темпераментный, как большинство жителей Душанбе. Этот древний старец по имени Насреддин еще помнит времена, когда его город был одним большим базаром. Почтенный тезка плутоватого восточного мудреца Хаджи Насреддина привычно занимает свое место у торгового прилавка. Это место – моя жизнь. Вся она прошла на базаре. Я работаю и зарабатываю на жизнь только базаром. Гражданская война и прочие потрясения не разрушили древний рынок Востока. Торговля здесь никогда не ослабевала и всегда была гибкой. Только на базаре можно торговаться целый день, попутно узнавая последние новости. Кажется, что здесь ничего не менялось со времен Хаджи Насреддина, но это только кажется. Чтобы успешно конкурировать, даже столетнему торговцу приходится подстраиваться под быстро меняющийся мир, становиться современным и мобильным. Таков и весь Душанбе, по-восточному консервативный, одновременно стремящийся к прогрессу. Как и любая другая столица, это город удивительных контрастов. Стоит лишь присмотреться повнимательнее. Душанбе как город спроектировали во времена Сталина. От генералиссимуса ему тогда досталось название, 30 лет Душанбе был Сталинабадом, и архитектура. Традиционные сталинки кое-где сохранились до сих пор. Но сами жители уверены, их город гораздо старше. Если побродить по местным музеям, то можно открыть для себя кучу невероятных вещей. Например, необычный символ на монетах доисламского периода. До сих пор непонятно, что он означает, но отдаленно напоминает знак доллара. Такой знак в виде буквы «С» латинской, который очень похож на знак доллара. И очень интересно, что на этих монетах такой знак, и этот знак через 1400 лет появляется на долларах. Ну вот такой парадокс. А этот древний мусульманский алтарь, михраб, к которому обращались лицом во время молитвы, украшает свастика. Кресты с загнутыми концами, столь почитаемые националистами, до сих пор встречаются в элементах орнамента у народов Памира. Таджики относят себя к арийской расе. Арийские племена были не только голубоглазыми. Среди них были и брюнеты. И если смотреть в историю глубже, то таджики – это европейский народ и по языку, и по расовому происхождению. А еще среди музейных реликвий можно встретить самую большую в мире глиняную статую Будды и останки древнего царского трона с подлокотниками в форме козлов. Этих животных, которые олицетворяли мужественность, здесь почитали издревле. По большим праздникам в пригороде Душанбе собираются самые отчаянные всадники со всего Таджикистана, чтобы побороться за тушу козла.
Обезглавленная туша весом 50 килограммов выступает в роли своеобразного меча в жестокой, суровой и по-своему благородной древней игре, которую здесь называют бускаши. Надо сила уметь, чтобы его такой высоты поднять, унести еще. Сколько человек держать будет, тащить туда-сюда, надо сила иметь. Это хаотичное движение всадников на самом деле подчинено определенным правилам. Смысл игры в том, чтобы подхватить с земли или отобрать у соперника тушу и забросить ее в импровизированные ворота. Участники сравнивают свое состязание с регби, где все игроки могут навалиться кучей на того, кто владеет импровизированным мячом. Эта страсть издревле носила стихийный характер. На поле лихачат десятки всадников, которые в разгар борьбы запросто могут вклиниться в толпу зевак. У игры нет четко очерченных границ, поэтому самые предусмотрительные болельщики занимают места на кронах деревьев. Большинство наездников родом из горных кишлаков и настолько искусны, что могут держать в зубах повод, а свободными руками бороться за заветную тушу. Они не носят шлем с козырьком и белые узкие брюки, как принято в конно-спортивных клубах. Их форма предельно проста и эффективна. Широкий для что удобно было, чтобы поднять этот козла. Шлем для что голову удар не попал. С недавнего времени в местные празднества включили и скачки, которые проводят не только как спортивное, но и как светское мероприятие. Однако это не слепое подражание европейским королевским скачкам. В отличие от визитной карточки традиционно английского образа жизни, на местном ипподроме не встретят девушек в вычурных шляпках. Зрители в основном мужчины разных возрастов. Вместо аплодисментов атлетам приободряющий свист трибун, а вместо сочной травы – пыль. Национальные праздники в Душанбе всегда проходят с особым размахом, движущаяся вузов. В учебных заведениях столицы стараются идти в ногу со временем и чтить традиции. Чтобы это получалось, вводят строгие правила. У входа в школы и вузы висят стенды, на которых показано, что следует надевать студентам. Наряду с европейской одеждой молодежь в Душанбе не чурается национальные платки, тюбетейки в моде, особенно по праздникам. Девушки надевают атласные платья и жилеты из бархата. И вот такое пестрое однообразие призвано способствовать патриотическому воспитанию молодежи в Душанбе. Пару лет назад Министерство образования ввело дресс-код для учителей и учеников. При этом речь не идет о единой форме одежды. Можно носить и национальные платья, и европейский костюм. Главное – выглядеть не вызывающе и скромно. Под запрет попали мини-юбки, хиджабы и джинсы. Джинсы нельзя категорически у нас. Поэтому стараемся как-то соблюдать форму. А когда не соблюдаем, сразу выгоняют. Впрочем, запрет не помешал местным предпринимателям наладить бизнес на пошиве джинсов. Эта фабрика – первый и самый крупный в Душанбе частный пошивочный цех, и ее владельцы охотно согласились показать, как делают таджикские джинсы. Основной показатель качества брюк – это плотность поступившего в цех материала. За этим внимательно следит специальный человек, который отмечает мелом любые подозрительные зацепки на джинсовом полотне. Она отмечает видимые дефекты, показывая этим, что, возможно, на этом месте есть дефект ткани. Далее материал краят и отправляют заготовки в швейный цех, где работники сшивают ткань нитью из 100% хлопка. Швейные иглы в их скоростных машинках прокалывают плотный материал 4000 раз в минуту. Сшитые джинсы забрасывают в гигантские стиральные машины вместе с отбеливателями и кусочками пензы, которые осветляют ткань. После брюки подвергают еще одному жесткому испытанию – химической обработке. Чтобы придать эффект потертости, их опрыскивают токсичными химикатами. Здорово, все. Как, все нормально? Вот, вдобавок к тому я могу вам показать эффекты, которые мы здесь делаем. Вот это нашего производства джинсы. Вот посмотрите, вот здесь и рванка есть,
и как бы складочки есть, заломы специальные. Можно насмехаться над модниками, которые покупают джинсы уже дранными. Однако те, кто делает такие брюки, настоящие мастера. Они вооружаются устройством, похожим на бурмашину дантиста, чтобы создавать фабричные дырки на джинсах. Она не должна иметь какую-то особенную форму, понимаете? Потому что когда штаны рвутся, они рвутся не по нашему желанию, правильно? Поэтому особой формы не имеют. Перед тем, как попасть на прилавок, готовые джинсы еще отпаривают на гладильном прессе. Если есть заказ, на этой фабрике могут шить до 2000 пар в день. Но эти джинсы вы не встретите на местном рынке. 97% продукции отправляется в магазины Москвы. Современная таджикская мода пока делает свои первые шаги в большом модельном бизнесе. В недавно созданном с поощрением местных властей доме моды уже мечтают о громких показах. Почувствовав новое веяние, дизайнеры открыто критикуют особенности местного стиля одежды. Руками не размахивай. Вот так, да. Сейчас из крайности в крайность. Либо совсем закутанные, либо совсем открытые. Поэтому нужна определенная идеология для того, чтобы продвигать и проносить это в жизнь. Модельер Мавлюда Хамраева проектировала первые таджикские джинсы и одела в дизайнерскую одежду весь летный состав местной авиакомпании. Теперь она готова взвалить на себя тяжелую ношу столичного идеолога моды. Даже при самых минимальных возможностях человек должен одеться со вкусом. Он выходит в свет среди людей, он смотрит, допустим, один на другого смотрит, приезжают иностранцы, другие люди из других республик смотрят на нас, допустим, мы лицо нашей республики. Как мы можем быть такими серыми и черными? Мода здесь словно после долгого заточения восстала и жаждет революции. Мавлюда предлагает подвергать бесцеремонной реконструкции нынешнее представление о стиле и наказывать за дурной вкус. Я думала, штрафы на улицах, допустим. Я бы переделала бы, наверное, национальную одежду в другой вид. Не эти мешки, которые закрывают всю красоту женской фигуры, допустим, женского обличия. И мужчин бы наказывала бы за ужасно грязные ботинки и черные траурные костюмы. Иностранный бизнес пока робко проникает в таджикскую столицу. Известные бренды здесь, если и представлены, то за очень редким исключением. Чтобы привлечь внимание деловых людей, в Душанбе отстроили огромный бизнес-центр, самый высокий в городе. Это все этаж для проведения конференций, встречи в разных уровнях. Бизнес-форум. Даже здесь можно глав государств принимать. Пожалуйста. Чтобы бизнесу было комфортно, денег на интерьер не пожалели. В строительство вложили порядка 40 миллионов долларов. Часть суммы инвестировал Заид Саидов, крупный местный предприниматель. От строительства этого здания мы прибыль не получили. Экс-министр промышленности Саидов когда-то начинал свой большой бизнес на черкизовском рынке в Москве. Сегодня он входит в неофициальный список богатейших людей Таджикистана и лично знаком с некоторыми олигархами из России и Украины. А есть такое понятие в Душанбе вообще олигархи? Нет, вот здесь это не так уж об этом пишут, не говорят. У нас своя специфика? Специфика. Восточный. Предприниматель Саидов верит, что его республика обладает большим людским и природным потенциалом. Надо лишь разглядеть горизонты для выгодных инвестиций. Вот, Руслан, посмотрите, это самые высокие на сегодняшний день здания в Таджикистане. И какая красота. Мы видим весь Душанбе? Отсюда почти весь Душанбе. С высоты 100-метрового бизнес-центра открывается лучшая панорама города. Разбитые дороги, обветшалые дома микрорайонов не так заметны на фоне величественных гор. Заснеженные вершины Памира и голубое небо делают пейзаж ярким и праздничным.
Новая визитная карточка Душанбе – огромный флаг. Полотно размером с хоккейную площадку видно с любой точки города, а флагшток вошел в книгу Гиннесса как самый высокий в мире – 165 метров. Одни считают его излишней роскошью, другие видят в главном флаге страны символ нового времени и надежду на лучшее. За годы независимости Таджикистан пережил гражданскую войну, развал экономики и массовую миграцию. Напоминание о советском прошлом в Душанбе пока еще можно встретить, причем в самых неожиданных местах. Например, вот этот герб на здании парламента, а напротив, на него уже взирает основатель таджикского государства Исмаил Самани, правивший 1000 лет назад. Вот этот великан со скипетром возведен на месте монумента Ленину. Возможно, через несколько лет не останется и намека на советское прошлое. В городе идет реконструкция фасадов. Впрочем, в отличие от соседнего Узбекистана, где от советской символики избавились ударными темпами, в Душанбе еще остались те, кто по-прежнему предан коммунистическим идеалам. И спустя 20 лет эти люди собираются на торжественные собрания с песнями и танцами под национальную музыку. В полуосвещенном зале под огромным постаментом Ленина местные коммунисты словно тени из прошлого. Идет вручение партбилетов. Служу Советскому Союзу, служу Коммунистическую партию Таджикистана. Вся наша атрибутика. В кабинете руководителя партии Шадыша Абдулова, как в музее коммунизма, бюсты Маркса, Энгельса, книги с трудами Сталина, ковер ручной работы с вождем пролетариата и, собственно, сам вождь с простреленным виском, последние 20 лет хранившийся в тайнике. Все, что было в советское время, мы здесь сохранили. Позиции коммунистов сегодня не так прочны. В местном парламенте 2 депутатских кресла из 63, но это единственная компартия на постсоветском пространстве, не заявлявшая о самороспуске после развала Союза. Алло, Коммунистическая партия Таджикистана. Таджикским коммунистам удалось уцелеть под натиском вооруженной оппозиции во время кровавой бани 90-х. Мы сохранили. А куда делось то, что мы сохранили? Задавил нас Ельцин вместе со своими дружками-привертышами в других. Задавили просто. Нас просто они заставили, загнали нас. Дорогие наши гости и уважаемые наши коммунисты, разрешите вас поздравить с 20-летием коммунистической партии. В рядах нынешних коммунистов есть и те, кто никогда не жил в Советском Союзе и знает о нем лишь по рассказам взрослых. Я стараюсь познать их жизнь, то, что у них там было, то, что они пережили, то, что они до нас видели. У ветеранов партии с годами вера в коммунизм тесно переплелась с верой в Бога. В стране, где 90% исповедуют ислам, большинство коммунистов соблюдают пост и читают молитвы. Если в советские годы часто высмеивали стариков с четками и чалмой, то сегодня после партсобраний многие сами спешат на молитву. 2 человека для своего народа трудятся. Наш пророк Мухаммед и Владимир Ленин. Владимир Ленин освободил крестьянам, а Мухаммед обучал нашу религию. Я вам еще больше скажу. Я видел людей, которые молятся Ленину. Понимаете? Человек приходит, да, вот у памятника стоит и говорит: «О Аллах, дай, возврати нам тот строй, который Ленин нам дал». И таких много. Материалисты с Богом в душе, эти люди продолжают чтить давно забытые идеалы всеобщего равенства, а их руководитель пытаться жить по-ленински, носить кепку с пуговкой, подражая вождю мирового пролетариата. Сказали, о чем фристайле, наверное, о том, что на нас нет Сталина. Я помню, раньше было 15 республик. Служу Советскому Союзу. Где же то время
Жизнь в столице Таджикистана обычно замирает после 9 вечера. На улицах становится немноголюдно и тихо. Власти не поощряют работу круглосуточных развлекательных заведений, дабы не нарушать покой горожан. Но несмотря на запреты, в Душанбе есть места, где жизнь кипит от заката до рассвета. Ночная клубная жизнь таджикской столицы не то чтобы бьет ключом, но она есть. И это свой закрытый мир, куда попасть не так просто. В городе действует сразу несколько заведений с охраной и жестким фейс-контролем, миновав который окунаешься в мир западной музыки и модной местной молодежной тусовки. Этот клуб мерило местного гламура и ночного образа жизни, считается одним из самых модных в городе. Если на минутку представить, что ты не в центральной азиатской столице, а где-нибудь в Москве, то полуобнаженные девушки на пилонах только усилят это впечатление. Здешние дискотеки ведут профессиональные диджеи. Среди посетителей много иностранцев. Говорят, что захаживают и высокие чиновники. Местная публика предпочитает восточные мотивы. Поэтому в клуб регулярно приглашают здешних звезд шоу-бизнеса. Сегодня, к вашему вниманию, хотел представить таджикские эстрады. В отличие от шоу-бизнес таджикских звезд тайно за 7 печатями. Большинство из них не столь публичные, не часто дают интервью. Что сегодня слушают в Душанбе и что модно слушать в Душанбе? Хорошо, извиняюсь, минуточку. К тому же местное телевидение отдает предпочтение традиционной народной музыке, что, впрочем, не мешает этой поп-звезде собирать стадионы и страдать от пиратства. Да, в Таджикистане я страдаю от пиратства, потому что когда новую песню делаешь, они везде отпускают. Нет такого, чтобы только оно твое было и чтобы ты нормально выпускала свои песни. Душанбинский продюсер Бехруз Зеваров первым попробовал приоткрыть завесу над тайнами местных звезд, написав единственную книгу о таджикском шоу-бизнесе ограниченным тиражом. Я там указал, сколько зарабатывают звезды Таджикистана, как проводится национальный конкурс Сурудисо, песня года, как живут звезды нашей республики. Главный вывод автора – это то, что таджикский шоу-бизнес живет по своим законам, в которых, впрочем, как и везде, есть место интригам, предательству и, конечно, зажигательной восточной музыке. Перед самым рассветом на вершине горы с видом на Душанбе выгружается десант народных музыкантов. Их огромные духовые трубы карнаи первыми доносят до спящего города весть о том или ином радостном событии. Роль главного публичного глашатая в Душанбе до сих пор отводится вот этому древнему инструменту. Без карная практически не обходится ни одна свадьба и ни одно общественно значимое мероприятие. Есть даже такое народное выражение «карнай-сурнай». Это как синоним праздничного события. Не стоит пытаться извлечь из карная правильные аккорды. Все равно будет похоже на грозный рев. В средние века карнай был военным сигнальным инструментом, и от его величины зависела мощность звука. И сегодня длина трубы может достигать нескольких метров. Особое мастерство карнаиста – это играть и одновременно удерживать сразу несколько инструментов. Самый тяжелый карнай весится 1,5 килограмма, если более килограмм 700. Музыканты, которые играют на этом инструменте, можно не прерываясь играть даже до 2-3 часов. Как и все древнее, карнай тесно связан с народными традициями. Через него нельзя переступать, поэтому карнай кладут в вертикальном положении, а во время игры обычно обращают к Мекке. Медный корпус инструмента начищают до блеска, чтобы достойно встречать появление солнца и приход нового дня.
Некоторые старинные забавы, несмотря на молчаливое неодобрение большинства, в Душанбе по-прежнему популярны, особенно среди азартных людей. Например, кап или бой куропаток. Это состязание, как и много лет назад, объединяет сотни любителей разного возраста. Одни приходят сюда посмотреть, другие выставить птицу на поединок, третьи приобрести хорошего бойца, чья стоимость автоматически повышается после выигранного боя. Значит, поставь в карман, никто не видит. На. 250 давай я прямо. Клянусь Бога, 200 рублей сейчас лишний. Ну смотри, в следующее воскресенье будет бой, потом за $500 не будешь покупать. Ладно, 210. Хозяева куропаток награждают подопечных грозными кличками и как секунданты в боксе обмахивают бойцов полотенцем перед схваткой. У куропаток невероятный бойцовский характер. Бывает, что бои могут продолжаться больше часа, пока один из пернатых бойцов не упорхнет за пределы импровизированного ринга, или пока хозяева не договорятся о победе или ничьей. В прошлом воскресенье драка была здесь. Вот где-то 1,5 часа он подрался, он победил. Да, Тарзан победил. Во время схватки не принято громко кричать и подбадривать соперников. Куропатки очень пугливы. К тому же для многих здесь это не забава, а единственный способ заработать деньги. А когда на кону ставка в несколько сотен $, уже не до праздного крика. Бывает, что человек от него жизнь зарабатывает, на жизнь. От него хлеб найдет. Вот такое тоже бывает. Сегодняшний Душанбе полон неожиданных контрастов между старым и новым. Люди здесь старательно оберегают свои обычаи и национальный колорит, на фоне которых даже современные инновации могут выглядеть весьма необычно. В местном технопарке, как в мире экзотических вещей, где детские мечты воплощают в реальность. Электроколыбель, которую в народе называют гахвора, реагирует на плач ребенка и сама раскачивается под песни из динамика. Я вырос в сельской местности, в многодетной семье, поэтому с детства мечтал изобрести автоматическую колыбель, чтобы она облегчала труд моей матери и других матерей. Эти ребята в наглаженных рубашках с паяльниками в руках – новое поколение одержимых изобретателей, приехавших покорять столицу из сельских кишлаков, где часто не бывает света, газа и других благ цивилизации. Они, как никто, настойчивы в своем желании стать успешными и сделать жизнь удобнее. Эту машину мы собрали своими руками. Когда ее изобретали, нам приходилось использовать самодельные детали и, конечно же, детали от большого количества других автомобилей. Я сейчас и не вспомню, от каких именно. Аймеддин Хайреддин изобрел первый в республике автомобиль будущего. Обитый кожей салон, механическая коробка передач и электровилка вместо бензобака. Машина заправляется от обычной розетки в 220 вольт и может разгоняться до 80 км в час. Я даже и не знаю, от какой модели автомобиля эти колеса. Мы просто пошли на базар и подобрали их под размер электромобиля. Массовое производство такого электроавтомобиля дешевле, чем на Западе, но чтобы создать технологическую цепочку и запустить конвейер, нужны инвестиции. А с этим почему-то всегда сложнее, чем с революционными изобретениями и громкими презентациями. В честь 20-летия независимости Таджикистана местная ГАИ присвоила машине индивидуальный номер «Истыклол», что в переводе на русский означает «независимость». Чтобы произвести впечатление, Аймеддин жмет до упора на электронную гашетку электромобиля, который плавно набирает скорость. Его независимость уверенно мчится по неровным душанбинским дорогам навстречу инновационному будущему, которое пока туманно. Но Аймеддину никто не обещал, что будет легко.